Здравствуйте, на телеканале «Новый век» программа «Вызов 112» в студии Алия Хайрудинова. И сегодня мы покажем, как пенсионер попал под колеса автобуса на перекрестке улиц Зорге и Фучика. С левой стороны или через зеркало, или что-то тень увидел. И сразу остановился. И почему водитель не заметил, как проехал по человеку. Расскажем, как и почему на улице Мира в Казани перевернулась иномарка. Авария стала причиной серьезного затора в обе стороны. А также 17 килограммов экстази в багажнике иномарки. Представьте, пожалуйста, фамилия, имя, отчество, число, месяц, год рождения. Это и не только прямо сейчас. 83-летний пенсионер получил тяжелые травмы после того, как попал под автобус на перекрестке улиц Фучика и Зорги. Мужчина может потерять ногу. По данным ГИБДД, пенсионер переходил дорогу в неположенном месте. Оживленный поток машин его явно не смутил. Юлия Гоголева посмотрела записи с видеорегистратора. Нога продроблена, кости видны. Страшные травмы 83-летний пешеход получил, когда попал под колесо автобуса. Пенсионер переходил дорогу в неположенном месте на оживленном перекрестке. Это подтвердила и запись видеорегистратора, установленного в автобусе. Момент наезда остался за кадром. Мужчина попал под заднее колесо общественного транспорта. При этом заметить мужчину с первого раза достаточно нелегко. По предварительным данным, водитель автобуса при повороте налево совершил наезд на пешехода, который пешеход переходил проезжую часть в неположенном месте для пешеходов. Его забрали в больницу. 37-летний водитель автобуса рассказал, что двигался по маршруту по улице Зорги. На пересечении с Фучика стал поворачивать налево. Ехал по всем правилам. Человека посреди перекрестка сперва и не заметил. Получается, мы поворачиваем и буквально случайно, наверное, неожиданно увидел тень с левой стороны. И сразу остановился, вышел, увидел человека. Ни удар, ничего не почувствовал. Вообще ничего не было. Неожиданно увидел с левой стороны или через зеркало, или что-то тень увидел. И сразу остановился. Пострадавшего мужчину срочно госпитализировали. Очевидцы считают, что ногу он может потерять. Автоинспекторы уже установили, что пенсионер действительно переходил дорогу в неположенном месте справа налево по ходу движения автобуса. Степень вины водителя общественного транспорта еще предстоит установить. Юлия Гоголева, Айрат Назипов, Константин Бушуев. Вызов 112. Volkswagen оказался на крыше после столкновения с автомобилем Volvo в поселке Дербышки. ДТП произошло на улице Мира. По предварительным данным, оба автомобиля ехали в одном направлении, пока один из них не решил развернуться. Последствия неудачного маневра оценил Рамиль Шайдулин. Хотя Volkswagen перевернулся на крышу, его владелец не пострадал. Не понадобилась госпитализация и второму участнику аварии. А вот их машины получили серьезные повреждения. Без помощи эвакуатора и прохожих не обошлось. О том, как произошла авария, рассказал водитель Volvo. Мужчина признал свою вину в этом происшествии. Объяснил, что ехал вместе с водителем Volkswagen в одном направлении, со стороны высокой горы, но затем решил развернуться. Один карман нырнул и пытался развернуться и поехать на Каштановую. А он по левому ряду ехал 70. И все, и ударил, и его крутанул, вот лег на крышу. На месте оценить полученные автомобилями повреждения водители не смогли. Этим чуть позже предстоит заняться экспертам страховых компаний. Рамиль Шайдулин, Айрат Назипов, Константин Бушуев. Вызов 112. Больше 3 миллионов рублей за 3 дня отдали мошенникам 11 жителей Татарстана, 10 казанцев и пенсионерка из Чистополя. Все попались на одну и ту же наживку. Им сообщали, что родственник сбил человека, и чтобы не возбуждать уголовное дело, необходимы деньги. Чтобы выручить родных, они были готовы расстаться со всем, что есть. И все вскоре убедились, что были просто обмануты. Тагир Валиди выслушал историю обманутой пенсионерки. Сын говорит, значит... Мама, я попал в беду, мне нужна помощь. Вот сейчас полицейский все расскажет. С такими рыданиями, с хлипываниями. Настоящий его голос. Вот это меня и смутило. Ей позвонили на городской телефон. Сказали, что сын насмерть сбил человека, и теперь она его увидит не скоро. Мол, родственнику пенсионерки грозит уголовная ответственность. Это значит в пределах от 4 до 6 лет. Потому что это... Умерла эта машине скорой помощи, умерла.
Но звонивший, представившийся полицейским, тут же предложил выход. Решить вопрос финансово, и уголовного дела не будет. Он говорит, обычно за такие дела 1 миллион. Ну ладно, вы, поскольку вы пенсионер, одна, вы, говорит, это наполовину. Но таких денег у нее не было, и звонивший опустил планку до 200 тысяч, а потом и до 180. При этом ни на секунду не прерывал разговора, даже когда общение перевели на мобильный телефон пострадавшей. Он говорит, городской, не отключайте, у вас сотовый. И попросил сотовый номер. Позвонил, и вот уже по сотовому говорил. На такую наживку за 3 дня в Татарстане попались 11 человек. В общей сложности отдали мошенникам более 3 миллионов рублей. Во всех случаях последним помогали водители такси или представители курьерских служб. Как правило, потерпевшим злоумышленники звонили от имени либо родственника, либо представителя власти и сообщали информацию о ДТП с тяжкими последствиями, виновником которого стал их родной человек. На такую же удочку попался и 45-летний мужчина. Он поверил, что жена сбила человека и отдал якобы за ее неофициальное освобождение от уголовной ответственности 400 тысяч рублей. Все деньги передавали курьерам, водителям такси, которые потом, оставляя себе комиссионные, перечисляли их на указанные заказчиком счета. Полицейские, прежде чем отдавать кому-то деньги, советуют связаться с родственниками, для которых они предназначаются. А курьеров просят спрашивать, для чего и кому люди передают наличные. И также просить перед этим позвонить родным. Тагир Валиди, вызов 112. Больше 17 килограммов психотропного наркотика МДМА, или, как его еще называют, экстази, обнаружили автоинспекторы, восстановленные на посту полиции на Марке. За рулем находился 33-летний мужчина, житель Санкт-Петербурга. Это была рядовая проверка документов, и именно они привлекли внимание полицейских. Водительские права у мужчины были поддельные, а вскоре стало понятно, почему он так сильно волновался. Вероника Гайнудинова продолжит. Эти пакеты в комплектацию автомобиля не входили. На этом месте должно было располагаться запасное колесо. Но нишу водитель решил использовать по-другому, как тайник. Представьте, пожалуйста, фамилия, имя, отчество, число, месяц, год рождения. Его остановили для проверки документов. Права, которые он предъявил, вызвали у автоинспекторов подозрения в подлинности. Вскоре стало понятно, почему он ездил с поддельным удостоверением. Установлено, что молодой человек в июне 2019 года был лишен права управления транспортным средством сроком на 18 месяцев за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Но после этого нервничать молодой человек не перестал, и стражи порядка решили досмотреть его машину. И под полом багажника нашли больше десятка пакетов с разноцветными таблетками. Согласно результатам исследования, изъятая общей массы порядка 17,5 килограмм является наркотическим веществом. По закону это считается особо крупным размером. Наказание Уголовный кодекс предусматривает соответствующее, вплоть до пожизненного лишения свободы. За вождение автомобиля, не имея на то права, ответить ему предстоит отдельно. Вероника Гайнудинова, вызов 112. Автомобиль Kia Spectra и прицеп, в котором были 4 мотоцикла, похитили неизвестные в одном из парков Зеленодольска, связав скотчем охранника. Автомобиль принадлежал сторожу. Перед тем, как его связать, у него забрали ключи от машины и мобильный телефон, чтобы мужчина не мог ни с кем связаться. Мотоциклы – владельцу парка. Это дело полицейские раскрыли за несколько дней, подозреваемых задержали. Кому понадобилась чужая техника, узнала Айгуль Бадрудинова. Их задержали через 5 дней после совершения преступления. Ночью с 21 на 22 октября на одну из заправок Зеленодольска пришел мужчина и попросил позвонить в полицию. Стражам порядка рассказал, он охранник в парке. Был на посту, когда на улице услышал шум. Открыл дверь, и в этот момент его ослепила яркая вспышка света от взрыва чего-то вроде большой петарды. 2 мужчин завели его обратно, связали скотчем, забрали сотовый телефон, ключи от администрации и от его личной машины. Как только смог освободиться, сразу же пошел звонить в полицию. Установлено, что налетчики похитили автомобиль охранника, его сотовый телефон, сейф и прицеп с 4 мотоциклами, принадлежащими собственнику парка. Позже автомобиль Kia Spectra и один из байков были обнаружены в лесопосадке у поселка Васильева.
технически исправном состоянии. Ущерб составил 458 тысяч рублей. Подозреваемых задержали. Это 4 жителей Казани, им от 25 до 29 лет. Молодые люди рассказали, где спрятали похищенные. 3 мотоцикла нашли в одном из боксов гаражного кооператива. В отношении задержанных возбудили уголовное дело по статье «Грабеж». Она предусматривает до 7 лет лишения свободы. Айгуль Бадрудинова, «Вызов 112». Это все, о чем мы успели вам рассказать. В студии была Алия Хайрудинова. Увидимся и не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.